Куда бы ни направлялся ваш ребенок, вместе со STEM Lab он движется в будущее. Школа-лаборатория STEM – это 20 преподавателей, создающих будущее прямо сейчас. 16 современных курсов и уже более 500 выпускников, шагающих в ногу со временем. Мы расположены по адресу: город Сухум, улица Джонуа, 64, здание торгового центра «Адмирал». Телефон для связи 930 05 55. Здравствуйте! В эфире «Экономическая среда». И сегодня мы обсуждаем проблемы приватизации в Республике Абхазия. Также поговорим о деятельности Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации. Для обсуждения темы сегодня у нас в гостях председатель Государственного комитета по управлению имуществом и приватизации Беслан Сергеевич Куправа. Добрый вечер. Здравствуйте. Также у нас в гостях один из разработчиков первого закона о приватизации в 1997 году, заведующий кафедрой экономической теории АГУ, доцент Страничкин Александр Викторович. Добрый вечер. Здравствуйте. Беслан Сергеевич, начнем разговор с вас. Расскажите зрителям, какие способы приватизации существуют на сегодняшний день в Абхазии. Спасибо за вопрос. Прежде всего я хочу отметить, что в соответствии с законом о разграничении собственности у нас существует муниципальная собственность, местная собственность, так называемая, и республиканская собственность. Правительство Абхазии ведет разграничение этой собственности в зависимости от значения, имеет ли это та или иная собственность, тот или иной объект общегосударственное значение или нет, на местную и на республиканскую собственность. Закон о приватизации от 2016 года предполагает разные формы приватизации. Основным способом приватизации является продажа собственности по конкурсу, которым мы сегодня пользуемся. И бывает, закон нам также предусмотрена продажа на аукционе, преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество и так далее. Но основным способом является продажа на конкурсной основе, чем мы пользуемся в нашей деятельности, в нашей работе. Вот говоря о приватизации на конкурсной основе, в обществе сложилось такое мнение, что вот это недостаточно прозрачно, и это сейчас не касается вас, а это уже стереотип, сложившийся за последние 10 лет, если можно сказать. Расскажите, а можно ли как-то поменять эти способы приватизации? Вот как вы считаете, нужны ли нам какие-то новые способы приватизации? Последний закон действует с 1 января 2017 года. Ранее действующий закон не предусматривал именно только конкурсную основу приватизации. Там, возможно, была и прямая продажа, но сейчас у нас способа прямой продажи нет. Законодатель такое не предусмотрел. Поэтому этот закон по времени не так уж долго работает, чтобы сделать какие-то выводы. Я хочу сказать, что здесь я могу не согласиться. Почему? Потому что есть положение, которое разработано и утверждено Кабинетом министров о проведении конкурса. И там предусматривается, допустим, за 25 дней мы должны в республиканской прессе напечатать условия конкурса и прочее. И приглашаем к участию конкурса всех граждан и иностранных граждан, которые имеют такую возможность, которым предоставлена такая возможность. И Госкомимущество проводит этот конкурс весьма открыто, весьма прозрачно, и поэтому каждый желающий гражданин Абхазии может в этом конкурсе принять участие. А вы как считаете, Александр? Хотел бы отметить, Беслан Сергеевич уже сказал, что предыдущий закон предусматривал прямую продажу, и когда готовился новый закон, как раз и парламентарии, общество выступило против этого способа приватизации, считая, что он несет некоторый такой субъективный характер. Но хотел бы рассказать, что в первом законе
он был предусмотрен для так называемой малой приватизации, потому что там были объекты торговли, общественного питания, разрушенные здания и недостроенные объекты. То есть планировалось, что вот эти все объекты, они перейдут в собственность тех людей, которые, ну, как бы начали с ними работать, с этими объектами, и таким образом стимулировать восстановление экономики, потому что 1997 год – это все-таки другой период был, это именно восстановление экономики разрушенных объектов. Вот это была идея первого закона. Как я сказал выше, говорить сейчас о том, что этот закон ныне действующий несовершенен, не требует какие-то изменения, однозначно мне трудно так сказать, но определенные мысли в связи с этим возникают. Вот, например, значит, объект может быть в аренде. Ну, арендовал человек 20 лет, он в аренде, он вложил определенные усилия для того, чтобы, предпринял определенные усилия для того, чтобы преобразовать, отремонтировать этот объект, и вдруг государство приватизирует этот объект. В условиях конкурса не предусматривает каких-то преференций для арендатора. Абсолютно нет. Все участвуют на равных условиях. Представляете, подаются заявки в соответствии с тем, что в прессе было опубликованы условия конкурса, подаются заявки, и другой человек, который абсолютно со стороны пришел и участвует в конкурсе, допустим, на 1000 рублей предложил больше по цене приватизации, то объект может перейти к нему. Ну, закон о приватизации, прежде всего, вообще действующее законодательство должно опираться на принципе социальной справедливости определенной. Правильно, в этих условиях, естественно, говорить о справедливости, ну, трудно сказать. То есть вы за то, чтобы были какие-то привилегии у арендаторов, ну, да? В принципе, я бы сказал, есть здесь над чем подумать. Есть здесь над чем подумать. Может быть, в каких-то исключительных случаях надо дать такую возможность тем же добросовестным арендаторам, которые весьма-весьма успешно работают на этом объекте. Такие случаи у нас есть. Беслан Сергеевич, мы знаем, что в 2019 году сумма арендной платы за объекты госимущества составила 22 миллиона рублей. В 2020 году какие цифры? Ну, я хочу сказать, что сегодня у нас в аренде республиканской собственности около 36 объектов. Они находятся в долгосрочной аренде. Да, действительно, эта сумма, по всей вероятности, незначительная. В 2020 году он фактически составлял 25 миллионов рублей. Это сумма арендной платы. И у нас есть серьезные проблемы по своевременному погашению арендной платы, арендных платежей. Мы с нашими арендаторами находимся в постоянном таком рабочем контакте. Естественно, мы уведомляем их, когда какие-то нарушения по срокам происходят, о том, что необходимо вовремя погашать. Мы сейчас идем на такие формы воздействия, как судебные, значит, решения. Нам нужно для того, чтобы с некоторыми расторгнуть договор аренды за систематическое невыполнение условий аренды. Это достаточно серьезная работа, мы этим занимаемся. Но наряду с теми арендаторами, которые не выполняют в полном объеме свои арендные обязательства, у нас есть очень много примеров, когда арендаторы успешно достаточно функционируют и приносят определенную пользу обществу. И в 2020 году какая сумма была? 25 миллионов. Но дело в том, что они не только арендную плату платят, они платят в установленном порядке и другие налоги, которые значит, образовываются по платежи, которые образуются по итогам их хозяйственной деятельности. Так что там некоторое количество людей работают, выполняют определенную социальную нагрузку тоже. Я хотел бы сказать, что ныне действующий закон имеет ряд ограничений. То есть речь идет о том, что не все объекты попадают под приватизацию. Есть ограничения, это связано со связью, энергетикой, военной отраслью. И кроме того, для иностранных инвесторов, если правительство, предположим, примет постановление о том, что ряд объектов не попадает под приватизацию иностранными субъектами, то, естественно, эти организации или предприятия не будут переданы иностранцам, не будут продаваться, скажем так. Ну, у нас действительно, в соответствии с нашим законом, базовым законом о приватизации, там 17 пунктов предусматривают объекты, которые не подлежат приватизации. Не подлежат приватизации.
Вместе с тем, знаете, законы всегда совершенствуются. Это процесс никак не остановить. Постоянные поправки и прочее, прочее. Вот в тот период, в 2016 году, когда принимался базовый закон о приватизации, именно эти изменения были продиктованы жизнью, естественно, в тех негативных моментах, о которых вы выше говорили. Но теперь процесс приватизации в последующем тоже показывает, что это поправки определенные, по всей вероятности, нам необходимо будет внести. Некоторые другие законы противоречат базовому закону о приватизации. Это, например? Ну вот, например, скажем так, в законе об историко-культурном наследии там четко написано, что памятники историко-культурного наследия не подлежат приватизации. Понимаете, вот четко, твердо записано. Хотя в этом же законе определенные оговорки потом наступают. Хорошо, но это не находит отражения в законе о приватизации, понимаете? А это базовый закон, значит, и в наш закон нужно было внести соответствующие коррективы. Есть вот такое понятие, как объект, имеющий общегосударственное значение. Вот теперь, значит, четкое определение общегосударственного значения, тоже как бы это немножко элемент субъективизма присутствует в определении, понимаете? А от этого зависит, имеем право приватизировать тот или иной объект или нет. Вот такие моменты бывают. Но мы сейчас работаем над этим, хотим с определенной инициативой выйти в кабинет министра, там, к нашему руководству, чтобы на эти моменты обратили внимание и внесли соответствующие поправки. Мы надеемся на это. Вот, Беслан Сергеевич, вы нам напомнили про объекты историко-культурного наследия, и хотелось бы поговорить о проблемах, которые связаны с этими объектами, потому что мы видим, что некоторые объекты буквально разрушаются на глазах. Вот как быть с ними? Сегодня в перечне памятников историко-культурного наследия очень много объектов. Их количество составляет 1776. Значит, их приватизировать по нынешнему закону нельзя. Но их успели приватизировать ранее. Ранее кто-то успел приватизировать, потом после принятия этого закона тоже успели приватизировать. В обход закона все равно, значит, все это процесс как бы не останавливался. Теперь возникает вопрос. Но государство вот все эти 1776 объектов привести в порядок, содержать, значит, и открыть финансирование по ее сохранности, восстановлению, это практически на сегодняшний день это невозможно. Мы же это понимаем, но, значит, надо здесь что-то делать. Ранний закон, который действовал до этого, предполагал принятие по ним специального закона, специального отдельного закона по каждому объекту. Допустим, вот мы хотим какой-то объект приватизировать, да? Объект историко-культурного наследия. Принимался отдельный закон именно по этому объекту, где оговаривались там охранные мероприятия, значит, сохранение ее внешнего, внутреннего, исторического облика и прочее, прочее. Много таких условий, которые предъявлялось приватизатору. А сейчас этого требования в новом законе о историко-культурном наследии нет, и фактически объекты разрушаются, которые могли быть приватизированы и приведены в порядок. Вот, Беслан Сергеевич, мы говорим о том, что они были ранее приватизированы до вступления в силу нового закона в 2017 году. Да. И ну что с ними делать? Можно ли говорить в таком случае, я понимаю, вы сказали, что государство не может содержать эти все объекты, но все-таки крупные, значимые объекты, можно ли их национализировать? Национализировать? Да. Ну, вопрос очень сложный для меня. А зачем их национализировать? Потому что оно разрушается, Нет, условия они в нашей собственности находятся. Они в собственности государства уже, понимаете? Но у государства не доходят руки, это же понятно. Вот представьте, в Творчеле, допустим, это мой родной город. То есть они приватизировали? Нет, это то, что приватизировали. Вот я про те и говорю, да. Что вот которые были приватизированы до принятия закона, да, вот он собственник, здание рушится на глазах. Нет, так мы не можем национализировать этот объект. Если условия приватизации нарушены,
Мы изъять можем, Изъять. но в установленном порядке. То есть Это мы должны- который прописан в законе. судебное решение, что тот или иной приватизатор, который приватизировал тот Да, или этот иной вопрос объект, будет ниже, он не выполнил условия приватизации, там инвестиционное соглашение должно быть, все это Ну, дело. вот вы мне скажите, мы этот объект, выявляем. значит, нельзя будет вернуть государству? В Да? судебном Вот порядке. Только опять-таки, так? Да, если он... Гражданский кодекс так Да, предусматривает. так предусматривает Гражданский кодекс, значит, мы свидетельство о собственности сами отменить не можем. Это только суд может, а чтобы выйти на судебное рассмотрение, нам нужны веские основания, что этот приватизируемый объект, допустим, приватизатор не соблюдает те или иные условия, инвестиционное соглашение и прочее. Мировой опыт как раз приватизации исторических памятников показывает, что если памятник находится в тяжелом состоянии, да, то обычно его продают условно за $1, рубль или евро. При условии, что в этом документе написано, что он обязуется в течение там, определенного периода времени отреставрировать, сделать. И вы знаете, что в той же самой Российской Федерации есть много объектов, которые так восстановлены. Это дворянские усадьбы и так далее, и так далее. Это все сделано. Но я хотел бы вот в развитии закона о приватизации сказать, что у нас впервые в этом законе есть понятие акционирования. То есть государственные предприятия, унитарные предприятия могут быть акционированы, и при этом они могут быть переданы как вклад в другое общество для того, чтобы привлечь инвестора. И еще есть одно понятие, которое раньше не было у нас в законе, так называемая золотая акция. Она сделана для того, чтобы, ну, предположим, если это местная собственность, да, абстрактно говорим, какой-то объект X имеется, то золотая акция позволяет государству в лице местных органов управления блокировать любое решение, которое принимается, то есть продажа там, или что-то, также и республиканское. Примером тому, классическим примером может служить знаменитый завод Volkswagen. Там местные органы имеют такую золотую акцию, она блокирующим пакетом является 20%. То есть любое решение, которое принимает управляющие органы, оно может заблокировано, если оно не устроит местные органы власти. Это тоже есть такой документ, это позволит что? При приватизации крупных объектов, если такое будет, я имею в виду акционирование, то вот эту золотую акцию можно выпустить для того, чтобы не дать возможность кому-то отдать полностью собственность. Беслан Сергеевич, как часто обращаетесь в суд с иском об изъятии объектов для госнужд в случае нарушения собственником условий о сохранении профильного назначения приватизированного объекта культурно-образовательного спортивного назначения? Ну, на моей практике это очень... Я еще год не работаю здесь, на этой должности. Таких обращений практически мало, очень их практически нет. Мало потому, что нет нарушений или? Ну и то, и другое. Сейчас постараюсь объяснить. Во-первых, у нас есть примеры, когда мы обратились в суд по отношению к инвестору, который приватизировал объект, не выполнил инвестиционное соглашение. То есть он обязался во время приватизации этого объекта вложить в этот объект определенную сумму денег. Это десятки миллионов рублей. Но он уже несколько лет прошло с той поры, как этот объект был приватизирован. Эти соглашения не были выполнены. Мы подали на него в суд, и суд признал нашу правоту. И товарищ был оформлен на очень большую сумму. Вот. И дальше, как будет процесс разбирательства, они будут обжаловать это решение, или это время покажет. Но я хочу вот что сказать. Обращение в суд – это непростое дело. Вот почему. Во-первых, это очень много времени на это уходит. Судебное решение, вынесение, разбирательство и прочее. Потом у обратной стороны есть возможность обжаловать, и на это уходит очень много времени, сил и энергии. Ну, законодательно так прописано. Мы этим занимаемся. Сейчас мы опять обращаемся в суд по другому объекту, где мы хотим прервать арендные отношения, чтобы вернуть этот объект государству, потому что он опять-таки свои арендные обязательства не выполнил, тот инвестор у нас, и мы, значит, этими вопросами занимаемся. Есть судебное обращение, значит,
наших некоторых граждан, не только наших, иностранных инвесторов, где они оспаривают действия государства в той или иной форме. Сегодня 4 вопроса, по 4 вопросам у нас идут судебные разбирательства, мы этим занимаемся. Но опять-таки, уверяю вас, это не так просто. Я не по судебным процессам, я самой приватизации. Хотел бы сказать, что сам механизм приватизации предполагает передачу собственности в эффективные руки, да, эффективному собственнику. В наших условиях немножко другая задача. Нам надо передать тому собственнику, который будет восстанавливать те или иные объекты. Хотел бы сказать, вот первая приватизация, которая была, да, вот сколько лет она дала нам возможность восстановить многие объекты. Вы сегодня видите магазины, рестораны, другие объекты бытового обслуживания. Восстановлен другой вопрос, что они поменяли много хозяев, да, когда тот человек первый, который приватизировал, потом была перепродажа, но самое главное то, что эти объекты восстановлены. Но вот форма аренды, она, к сожалению, не оправдала себя в наших условиях, потому что арендатор берет, и он особо не вкладывается в этот объект. Если это касается объектов санаторно-курортной сферы и так далее, он делает косметический ремонт, а именно вот реально, чтобы сделать ремонт, он этого не делает. Это тоже одна из проблем, которые существуют. Еще есть момент для нашей экономики, можно сказать, это понятие «занято». Вот Беслан Сергеевич затронул вопрос, что за каждым объектом кто-то стоит. И сегодня, если вы начинаете приватизацию, понятно, что придет человек, который говорит, что я вот охранял этот объект, это мой объект, и еще так далее. Это тоже вопросы, которые каким-то образом потихоньку надо преодолевать. Александр Викторович, вот мне хотелось бы узнать ваше мнение по поводу эффективности механизмов приватизации. Вот я хотел бы сказать, что, к сожалению, та ситуация, которая сложилась в приватизации, она не всегда приносит эффективность для того, чтобы предприятие начало работать. Для чего, я еще раз говорю, для чего делается приватизация? Для того, чтобы восстановить, обеспечить занятость населения. Значит, если предприятие начинает работать. Я пример приведу. Вот у нас несколько лет тому назад был приватизирован химзавод. Он после войны выпускал продукцию. Сегодня он, извиняюсь, просто разрушается. Ну да, это собственность сейчас, но в нее не вкладывается. Вот в этом плане и надо думать о том, что может быть механизм изъятия, то, что вы задавали в начале, это национализация. К сожалению, закона нет о национализации. Там даже в Гражданском кодексе нет указания на понятие национализации. И в Российской Федерации сегодня задумались над тем, что есть объекты, которые надо было бы вернуть государству в силу того, что они носят стратегический характер. Химзавод не носит у нас стратегический характер. Но тем не менее хотелось бы, чтобы это предприятие начало работать, да, и приносило доход. И поэтому, когда приватизация идет, есть часть объектов, которые приватизируются, прямо в договоре пишет, он должен сохранить тот или иной, то, что он делал, да, предположим, это хлебзавод или еще что-то, то есть сохранить свою специализацию. К сожалению, не всегда это происходит. Поэтому вот эффективность, она как раз и заключается в том, что вообще приватизация, предположим, если опыт мировой брать, она проводится на тех предприятиях, где есть возможность создать эффективное производство. У нас же с вами ситуация немножко другая. У нас разрушенное предприятие. Вот здесь тяжело привлекать инвестора. Ему, значит, надо обеспечить те условия, которые он может позволить восстанавливать объекты. Даже вот, я извиняюсь, что долго говорю, даже вот те объекты, которые крупные, санаторно-курортного формата, да, я знаю многих владельцев этих, скажем, санаториев, которые не могут найти инвестора, потому что это нужны огромные средства для того, чтобы восстановить все эти объекты. Ну что нужно делать для этого, чтобы было эффективно? Создать условия. Конечно, соответствующие условия в обществе должны быть. У нас нет достаточных объемов внутренних инвестиций. Это очевидно. Ну это и не развитость экономики тоже. Это очевидно, это что у нас народ не такой богатый, чтобы взять и восстановить огромные объекты, о которых говорил Александр Викторович. Значит, мы хотим привлечь, во всем мире все хотят привлечь иностранного инвестора.
А у нас есть ли такие условия для того, чтобы... Ну, идут ли к нам как говорится, иностранные инвесторы? Ну, потому что условия соответствующие должны быть. Готовясь к передаче, я изучала сайт комитета, и на сайте размещена информация по проведению аукциона торгов арестованного имущества должника. Скажите, как часто проходят подобные торги и охотно ли в них участвуют граждане? Ну, я должен сказать, что торги проходят часто. Мы почти ежемесячно получаем всевозможные предписания судебных органов, судебных приставов о проведении конкурса по реализации конфискованного имущества. Это могут быть и квартиры, могут быть и жилые дома, могут быть транспортные средства и всевозможная собственность. В соответствии с законом мы проводим конкурс, в соответствии с законом, но должен отметить, что в конкурсе наши граждане практически не участвуют. А в чем? Практически. Это я считаю, что это наша ментальность такая, что это значит конфискованное имущество, это как бы таким способом приобретать имущество то или иное, значит у кого-то конфисковали, это же конфискация, это все равно принудительный порядок, понимаете? Нашим гражданам это, наверное, как бы не подходит такая форма, так сказать. Во всяком случае, нет активности в этой части. Беслан Сергеевич, какие основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе? Ну, проблем много, но о некоторых мы уже говорили. Ну, первое. Мы будем идти по пути совершенствования действующего законодательства. Я не буду говорить, что это законодательство плохое или это законодательство не работает. Нет, все нормально. Но тем не менее, это требует определенных поправок. Первое, значит, мы же сказали по памятникам историко-культурного наследия. Вы извините, здесь определенные поправки нужны. Иначе половина из этих объектов разрушатся на глазах, и мы, государство, не сможет ничего сделать. Это первое. Мы такую идею уже, такую поправку внесли. Сейчас это находится на рассмотрении в министерствах, ведомствах. Будем, наверное, выносить на заседание правительства, если нас поддержат наши коллеги. Это первое. Второе, то, что мы говорили, что не все объекты должны проходить, допустим, опять-таки через Габмин, через парламент, маленькие объекты, 100 Упрощение квадратных метров. механизмов. Несколько тут можно, наверное, упростить, но у меня пока нету твердого убеждения. Да, у меня нет такого твердого мнения по этому вопросу конкретно, но к этому потихоньку мы идем. Я думаю, что мы к этому обязательно придем. И этот процесс совершенствования закона, она будет вечной, и всегда это будет, жизнь будет подсказывать. Но не это самая главная проблема, я вас уверяю. Самая главная проблема в нас. Как мы относимся к этой собственности. Мы, граждане Абхазии. Какое у нас самосознание здесь царит, понимаете, в стране. Вот те проблемы, о которых говорил, занято, или просто взять в аренду, а там ничего не делать, извините меня, и все это мое навечно. И любая попытка государства возвратить опять в лоно государственной собственности или же в свободное владение государством того или иного объекта, это же вызывает определенное противодействие со стороны граждан. Люди не хотят этого понимать. Я не говорю, что все арендаторы у нас не выполняют свои обязательства. Нет, у нас есть примеры, когда арендные предприятия успешно работают, и все хорошо. И наше отношение к иностранным инвесторам, наше отношение к тем иностранным гостям, которые приезжают к нам хоть просто отдохнуть, просто даже не инвестировать, просто отдохнуть. Он уже микроэлемент иностранной инвестиции, я так понимаю. Все это ведет к тому, что здесь у нас серьезные проблемы. Александр Викторович, Ну, дополните? я хотел бы дополнить. Есть еще один вопрос, который мы как-то не обсуждали, но тем не менее, на мой взгляд, он имеет важное значение. Это фонд приватизации. На мой взгляд, здесь даже не в этом. Сейчас по закону 50% идет в фонд приватизации, 50% идет в бюджет. Но вот сам механизм распределения этих денег вызывает вопросы, потому что если даже в бюджет попадает, эти деньги как бы размываются в общем потоке денег. Хотелось бы, чтобы от этого фонда приватизации, да, эти деньги шли на конкретные мероприятия, я не знаю, восстановление чего-то там и так далее. Потому что сама работа фонда приватизации за многие годы показала, что не всегда эффективно эти деньги распределяются. И вот этот вопрос
хотелось бы, чтобы вы пообсуждали, поговорили о том, что надо все-таки, чтобы эти деньги тоже работали. Хотела бы уже перейти к завершающему вопросу. Это перспективы развития приватизации в Республике Абхазия. Возможно, это цифровизация или применение опыта успешно развитых стран. Вот начнем с вас, Беслан Сергеевич. Конечно, то, что вы говорите, это механизмы приватизации, которые существуют. Это наша внутренняя работа органов управления, которые занимаются процессом приватизации. Знаете, то есть привести в порядок эти структуры, это можно хорошими управленческими решениями. Я не скажу, что у нас в комитете, допустим, по приватизации, там какие-то серьезные проблемы у граждан, те, которые значит, честно, в соответствии с законом хотят работать с нами и по арендным отношениям, и по условиям приватизации. Мы максимально стараемся, наши сотрудники достаточно квалифицированные люди, опытные, достаточно внимательные ко всем посетителям и нашим гражданам, и иностранным инвесторам. Здесь я особой проблемы не вижу. Хотя те элементы, которые вы говорите, значит, современные технологии, нужно внедрять и применять. Это очень важно, и мы это будем делать. Я опять-таки говорю, некоторые моменты будет лечить именно время. Вот вы 10 лет тому назад говорили, там другое состояние в обществе было, другие подходы, да, потихоньку, но меняется это состояние. Меня это обрадовало, что наши граждане стали обращаться в суд за, значит, защитой своих каких-то имущественных прав там, и прочее. Это же цивилизованные подходы, цивилизованные моменты. Не просто там написал «занято» и там ты никого не пускаешь. Это уже как-то тихо-тихо, это уходит в прошлое. Насколько быстро мы это сможем преодолеть, этот этап, так скажем, первоначального накопления, выражаясь там языком экономической науки, так сказать, насколько быстро мы это сможем сделать и прийти к цивилизованным механизмам определения имущественных отношений, это зависит от нашего общества. Знаете, здесь очень много, здесь нужна и политическая стабильность, и экономический рост, и криминогенная ситуация. Здесь нужна правовая культура, которую нам нужно повышать, повышать и повышать. Все это взаимосвязано. Не может быть, что именно у нас сфера, область приватизации совершенствуется, а общество, как бы, так сказать, не развивается. И в культурном тоже. Стоит вопрос, опять возвращаемся к этому вопросу, переуступка прав собственности. Да, вот человек вот выкупил объект или взял в аренду. Я вот по селу Ишера, говорю, Нижняя Ишера, я там вырос. Там есть ряд объектов, которые в советское время были, это Олимпийская спортбаза центральная, да, это санаторий Главного разведывательного управления, Ишерский военный санаторий, это дом отдыха Гумиста. Вот сегодня они, как говорится, стоят. Они уже там, кроме спортбазы, спортбаза, слава богу, находится в руках государства. Но инвестора туда найти очень трудно, вот по тем самым моментам, о которых мы с вами говорили. То есть надо договориться. Другой вопрос, те, кто стоит за этими объектами, они иногда хотят такие какие-то, можно сказать, большие суммы, которые, ну, в сегодняшней ситуации не поддаются. Нелегальная недвижимость. Да, сделка. Это как с землей. Все говорят, земля в Абхазии не продается, да? Но ее вовсю продают. Но продают-то не саму землю, а продают право аренды. Да? Они держат в аренде, переуступку сделали, продали. Так какие перспективы развития? Я думаю, что должно быть, Беслан Сергеевич сказал о том, что перспективы-то есть. Просто нам надо действительно в обществе преодолеть многие субъективные факторы, о которых мы сегодня уже затронули. Да, можно так сказать. Да, это субъективные факторы, которые мешают развитию всего нашего общества в целом. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я говорю вам спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. А с вами, дорогие зрители, я прощаюсь до следующей недели. Хороших нам экономических новостей.